Гэтую святую імшу спрабую за Дмитрия, просячи об здоровье, Божьем благословении, обороне от злого духа с нагоды Дня Народзінаў. Сегодня Костел, переживая урочистость Иисуса Христуса, Володара всего свету, будем шукать, чи сапраўды Бог, дети, з'является володаром у моим житті. Что это означает? Володарить у житті когось. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, как осветил эту воду, якой мы будем окроплены на вспомин нашего хросту. Нехай Он допоможе нам заставаться верным Духу Святому, якого мы приняли в сакраменте хросту. Всемогутний вічний Боже, Ти пожадав, как праз воду, яка з'являється крицей життя і служить для очищення, були очищені так само наші душі і отримали дар вічного життя. Просим Тебе, освяти эту воду, якою ми хочемо бути умацовані у Твой день, Пане. Обнови у нас животворчую ласку Твоей кровицы и оборони от всего злого, якое погрожает души и телу, как мы могли с чистым сердцем наблизиться до Тебе и принимать Твое избавление в раз Христа, Пана нашего. Аминь. Что это час решения, щиро все принимаю. Вот настал день Бога наставлений, нежности и задаю. Богу потянусь сердца, печалью разум отсекал, тихо все прекрасно. Богу потянусь сердца, печалью разум отсекал, тихо все прекрасно. Нехай всемогутний Бог очистить нас от грехов и праз эту эухаристичную охвяру учинить нас годными брать удел у небесной гостини Его володарства. Аминь. А на земле
Кланяемся Тебе, прославляем Тебя. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Славе Боже, Богдан небесный, Боже, Отче всемогутный, воистине одинородный Иисус Христе, Иисус Христе, Иисус Христе. Глория, и на сердце Твоем, Глория, 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 и на сердце Твоем, Глория, Глория. Panie Boże, Baranek Boży, Synie Ojca, jaki doroczny sobie drogi swego, zmiłuj się nad nami, jaki doroczny sobie drogi swego, wypij molenie nasze, jaki siedzisz na Ojca, zmiłuj się nad nami, Boże Ty święty, Bogi Ty nasz Pan, Boże Ty najwyższy Jezu Chryste, słucham świętym chwale Boga Ojca. Amen. Amen. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты все пожадал отдавить у своих наимилейших Сына благодарицу свету, ученика Дух все створения вызволения с явони греху, служила Тебе и без конца Тебе прославляла, распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи и владають в едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Читание книги пророка Даниэля. Вашу Иакона шли списи, ось разом с отлогами небесными пришел ниби сын человечий, напился и он до стародавнего и был подвесен за Иакон. И дадена ему была улата, и город, и владарство, и все народы, племены и мовы служили ему. Улада Иакона вечная улада, якая не одиметься, и владарство Иакона не будет знищено. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Я направлюсь в что не пояснится, отведать слезы не похисны, ты снуешь веку. Свечи твои
Читание книги Апокалипсиса святого апостола Иоанна. Ласка вам и покой от Иисуса Христа, верного святки, першородного сирот померлых и першего сирот земных володаров. Тому, кто любит нас и кто про свою кровь вызволил нас от наших грехов и учинил нас володарством и святорами для Бога и Отца Своего. Ему хвала и моц навеки вечная. Аминь. Ось он приходит с облаками, и кожное око бачит его, и все тые, кто его спротил. И будут оплакивать его все поколения земли. Так, аминь. Я Альфа и Омега, каже Пан Бог, який есть, який был и який приходит, всемогутный. Это Слово Божие. Дякую Пану. Благословенный той, кто приходит во имя Пана. Благословенное владарство Отца нашего Давида, якое на приходит. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия по Иоанна. У той час Пілат спитався у Єзуса: «Ти король юдейський?» Єзус отказав йому: «Чи от себе ти кажеш гэта, ці іншие сказали тебе про мене?» Пілат отказав: «Чи ж я юдей? Твой народ и першосвятары выдали тебе мне. Что ты зробив?» Єзус отказав: «Володарство мое не з гэтага свету. Калі з гэтага свету было мое володарство, то слуги мои заступилися бы за мяне, как я не был выдадзены юдеям. Але цяпер мое володарство не гэтуль». Пілат сказал ему: «Значит, ты король». Езус отказал: «Ты кажешь, что я король? Я для того народился и для того пришел на свет, как засведчить о правде. Кожный, кто от правды, слухая голос мой». Это слово Пана. Дети, кто из вас хотел быть королем? Альбо королевой? Кировать? Никто? Я бы хотел. Нет, тяжкая справа? О, вы теперь говорите. А кто бы хотел, когда до вас король приехал до хаты? Приготовать треба было бы червоную дорожку расстелить, подвесить подъезд, лифт вымыть, судетел попросить, как не выходили на коридор в это время. Ніхто там компанії якоїсь не закурив, бо як прийти король там смердить сигаретами якимись. Хотели бы, как король до вас приехал? Тяжко сказать, нет? А что бы вы хотели у житті? Счастье. А ведаете, где собрал для счастья можно идти? Верь, не добро, что счастье хочется. Я так сам хочу счастья. Собравное счастье может нам дать только Бог. Иисус Христос. Где народился, памятаете? В Бетлеем, а в каком месте? В сарае. В сарае народился. Все чекали на короля. Иисус Христос, король, родится в сарае. Найближчие люди, які близко його есть, это Юзеф и Мария. И еще там з'явился один зверь, который называется Восник. И все життя в этой Восник с Иисусом Христом. Чи ви не зауважили? Народжається Ісус Христос на Воснику. Марія їде на Воснику. Ісус Христос втікає на Воснику. Потім Ісус Христос уїжджає в Єрусалим і знову на цьому Воснику. Восник доложили, з'являється найлепшим сябром Івана Ісуса.
Ось цікаво. Нічого не розуміє, але посланий Паном Богом, як бути посліком. Ось цікава річ. Щастя. А де справжнє щастя шукати? Хто веде, де справжнє щастя шукати? Хто має якийсь рецепт? Хто мені підскаже? Чим є для вас щастя? Хто мені підскаже? Чим є щастя для тебе? Выспаться хорошо, да? Добре. Что еще? Счастье – это когда тебе кто-то подарит кисти. Подарунок. Ее счастье? Ну еще какое счастье подарунок? А чи для вас счастьем являются батьки? Это если да. Ну, конечно. Я говорю, пока не было батьков, то не было вас. Батьки для вас являются так само счастьем. А чи ви з'являєтеся щастям для батьків? Ну так повинно быть, конечно, вы говорите, да, ну так повинно быть, конечно, что вы повинны быть счастьем для батьков. Докладно написано, не заслужать своих батьков, как это пишет, вельми отважный святый Павел, апостол в листе до Эфесцев. Будьте послухняные, дети своим батькам, не заслужайте их. Не заслужайте их. Так у чим проявляється справжнє володарство Божие? Бо апостоли чекали, що Ісус Христос буде королем. Яким королем? Що Він був його печаті на троні. І все йому будуть служити. Все йому будуть послуговувати. Тут апостоли говорять, добрый вестного короля Сябра. Мы так само себе поставим 6 тронов с одной стороны и 6 с другой. И Бузыркий вас на подъезд скажет, идите, скажите, как там забили на принесли барана зарезанного и вырезанного, конченого. Ушел кто-нибудь, как принести. Если кто не принесет, это ті. Чи хотели бы такого короля иметь, який бы керовал, як нет, то одразу смерть? Чи вас сьогодні хто-нибудь до костюла привозу привезти? Може, батьки, бо ви ще маєте вода за вас, поки ви ще мали привозити вас до костюла довести. Але это не батарейка, это коли хтось приїжджає і вживає якісь непотрібні, то воно так гучить. Да. О, вернулись мы обратно. И, ну то, хто скаже на яке питання? Я вимію. Это не повинен кушать. На другой фазе настроєння. А яке питання гучало від мене? Хто примусив вас прийти до костюла, да? Хотели бы такого царя, как бы он вас примушал до всего? А вы это бы родили, али не с любовью? Ну тяжко было бы, тяжко бы. Представьте себе, Иисус Христос не примушал ни апостолов, ни этот народ, который ходил за Иисусом Христом, что-то з'являлося и показывало, что он есть володаром, что он зробит суд, до кости, до тронется и тут оздоровится. Человек является судом великим и показывает, что Иисус Христос является володаром. Иисус Христос пришел, взял 5 буханков хлеба, их размножил и накормил 5000 мужиков, яичек, детей и женщин, которые там были. Человек является судом, что Иисус Христос взял звучайную воду. Вот она тут. Помолився над ней и сказал, спробуйте это вино, занесите. Человек является и показывает, что Иисус Христос является Богом. Тоже нет. Вот здесь такая справа. А что показывает, что Иисус Христос является володарем света? То, про что мы сегодня прочитали у Евангелии, что Он королем является зачем другим. Все люди чекали, апостолы чекали, что Иисус Христос сядет на трон и будет судить поколение. Вот так говорит Святое Писание, Старый Завет. А Иисус Христос под конец своего життя, что был сделан? Сам осужден. И по володарству, на якое чекали апостолы, за яким ходили люди, и потом кричали на крижі, укрижувати Ісуса Христа. Але Ісус Христос хоче сьогодні вам задати питання. То, що я прозвучало у Святому Писанні. Ось є розмова Пілата з Ісусом. Ти король юдейський? А Ісус каже, чи от себе ти кажеш гэта, ці іншыя табе про мяне сказати? Першае пытанне і вельмі важнае, якое Ісус Христос ставіць сённяшні раны. Чи от себе кажеш, чи іншае сказати?
А вот мы сегодня спевали тут «Глория, Глория». И спевали «Хвала на вышинях Богу». Чи мы это спевали от себе? Что хвала на вышинях Богу. И на земле супокой людям доброй воли. На земле супокой людям доброй воли. Чи мы спевали, потому что все так спевали? Чи мы задумывались об этом слове? Мы спевали, мы все так спевали? Да мы выступаем, как Пилат сегодня сказал. Да ладно, да. Это мы не о себе говорили, а тут все так говорят. Браты и сестры, дети поважанные, хочется нести справжнє щастя. Ніколи не покидайте Бога за свого серця. Шукайте справжнього Бога в своєму серці. Мимо этого, что може ваши сябры, сябровки, знакомые будут говорить, что на может ты ходишь в этот костел, альбо в эту церковь, на что ты ходишь на занятия религии, катехизации, и они будут хотеть забрать у вас наибольшее счастье. И дать верите, какое счастье? Часовое. Бо подарунок з'являється часовим щастям. Сьогодні ми його отримали, потішилися день, знаю, дітей потішиться 3 хвилини якоюсь забавкою, і нам вже не подобається. А радість була 3-хвилинна. Була Єсус Христос вам хоче дати справжнє щастя, і ніколи від його не відступайте. Це я буду говорити, говорив і завжди буду про це говорити. І благодарство Ісуса Христа проявляється тільки тут, что Иисус Христос умел пробачить на крыжу. Еще позвольте, дети, что я скажу 2 слова для дорослых. У Италии признают, что вот от року 1988 узнагороду Святой Рыбы. Видите, как Святая Рыба з'являється патронкою справ безнадійних. Так ось, эту узнагороду признают женщина, яка у безнадійній справі умели пробачить тем, кто против них завинил. Такую нагороду отрывали так само 3 женщины с Польши. Одна из них, я не говорю, не ведаю, является мамой благословенного Ежа, ксенза Ежа Попелушко, Мария Попелушко. И она молилась за тех, кто замордовал ее сына. Кто дал, не случайно замордовал, но такий тяжкий, окрутный способ забил это мордерство. Другая, и такую нагороду она отримала у году 1990. У 1999 году Елена отримала нагороду, что у ее забили дочку, единую дочку. Альфреду, что из этих имен. И она, дякуючи вере, до якої прийшла у ті дні, она умела пробачить свою тем, кто ее завел, и начала молиться за этой особой. И недавно, а докладно у годе 2021, який мы теперь живем, докладно это было у лютым, так само признали узнагороду одной маме, которая называется Моника Карнецька. Моника Карнецька и Кришна Карнецький имели єдиного сина, Давіда, який у день своїх народжень, 7 вересня, у 23 своєї народжини 2014 года ішов зі своєю нареченою, який вже приступив до сакраменту суженства. Ішов раз улицу Гродскую, там, где они часто крикали, учился, ходил на выклады. Пришел якийсь человек незнакомый и начал их приставать. Ну и, конечно, мужик стал в обороне своей нареченной, а той оправца вынял ножик и задал 2 удара ножиком. Увы, оказались смертельные. Пробовали урятовать этого сына, але не урятовали. Батька, коли на 3-й день был покликан, как понести, что зробить, опознать тело своего сына, не мог, у него в сердце такую великую ненависть. А когда еще добавок того, когда шел в этом шпитале, в руки попала газета, уже зловили оправцу, зловили убийцу его сына, и было такой великой ненавистью, что не мог этого учинить. Не мог даже повести по секторам, как познать своего сына. Але у ту хвилину пришла до его ласка. Он так само сидел на Фейсбуку и читал комментарии, которые писали все люди, что зробить с этим убийцей, як их поступить, наихоршие грязью кидали в этого человека. И эти
Батька Кришна, а от я в той момент отримав ласку Божию, що я познав. Я так само грешный человек. Я не маю права его судить. Я вернулся, и он вернулся до своей жонки и сказал: «Ведаешь что, для все поступает. Давай не пробачим нашему убийце нашего сына». И она сказала: «Так». И начали молиться за его. Даже суд улагодил справу, меньшую кару дал тому, что я не пробачил. А він так само этому убийце своего сына выставили Святое Писание у турму. Братья и сестры, и этим проявляется всемогутность Иисуса Христа. У этим, как уметь пробачить, можем найти собравную любовь, до якої мы все покликаны. Можно шмат еще прикладов приводить. Таких людей, милосердность, я мало других, клянчил перед своим недошком убийцам и молился, и просил Пана Бога пробачения. А он даст мне пробачение за то, что меня не забил. Открыет для рая брамы до неба. Так само Попелушка, так само святый Максимилиан Мария Кальве, Адита Штайн, так само. И все это они отримали, дякуючи тому, что их утискали, але они не поддались, але умели пробачить, и это пробачение дало им силу. Кто ты? Я король иудейский. Я для этого народился и для этого пришел, как дать свету справную правду и любовь, веру в единого Бога, а и сам всемогущего. Родителя неба и земли, всякого мрачного и немрачного, и Владимира Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого от Святого, Бога соправдного от Бога соправдного, народного, а не спорного, одиносудного Отцу, ради Бога все сталось, Ему для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и учеловечился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес по воле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале судить живых и померлых, и яко владарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один кровь для отпущения грехов и шагаю воскрешение помилуй и життя вечного в будущем свете. Аминь. Праз Иисуса Христа, благодарствуй свету, який нас збавив і покликав до своего владарства, доверим Богу молитвы просьбы Костела и усяго свету. Молимся за святый костел, как вел людей до владарства Христа, типа едностью и любовью. Тебе просим. Молимся за святого Отца, как его апостольская послуга, содействовала и переносит добра во всем свете. Тебе просим. Молимся за все народы, які переживають страхи войнов и ненависти, как они открыли свое сердце на помощение и любовь у имя Христа. Благодарность спокою. Тебе просим. Молимся за людей, які повинні приймати вельми отказне рішення, щоб вони завсёды керувалися своїм сумлінням. Тебе просим. Молимся за тих, хто передав обличчям терпіння і зла, згубив віру у Божию милосердність, щоб вони отримали утешення укоржованого і воскреслого Пана. Тебе просим. Молимся за нас, собраних для алтаря Пана, как мы, глядящие на тяжкости, умели заховать моцную веру, надею и любовь. Тебе просим.
Молимся за Дмитрия, просячи об здоровье Божьем благословении, обороны от злого духа, з нагоди Дня народженого і потребних ласкав. Тебе просим. Боже, Створитель неба и земли, Ты хочешь всех людей собрать в свою благодать и любови. Выслухай молитвы Твоего костела и учеников, мы племно содействовали поширению Твоего благодатства в свете. Раз Христа Пана нашего. Прославляйте Бога, имя Его есть. Аллилуйя. Прославляйте Бога, имя Его есть. Аллилуйя. Молитесь, как мою и вашу веру принял Бога и Титу Всемогущее. Нехай Пан Бог прийде в Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Ани даже должен мы складаем Тебе, клятву молитвами и примирения, покорно Тебе просим, как Твой Сын одарил все народы едностью и супокоем, яки живее и владарить на веки вечные. Богом с вами, И Духом Твоим, укору сердце. Подякуем Пану Богу нашему. За правды годна и справедлива, скучна и избавленна, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Panie święty Ojcze, всемогутный вечный Боже, Ты своим ходе народного Сына, Пана нашего Иисуса Христа, намастил аллеем радости на вечного святора и владара сусвету. Как он звернувший, завершивший таємницю откупления человеческого роду, ах, даруючи самого себе на алтаре крижа, я беззаганную охвяру приня меня, как принявши под свою владу все створения, и передал без конца и величи Твоей, вечное и повсюдное владарство, владарство правды и жития, владарство святости и ласки, владарство справедливости, любови и супокою. Тому
z aniołami, archaniołami i z усими świętymi, my obwieszczajem Twoją chwałу, razem z nimi usklikajuszy. Święty, 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 Pan Wszechmogący, nieba i земля, повні як хвали, Хосанна на вишинях, Хосанна на вишинях. Благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна, Хосанна, Хосанна на вишинях, Хосанна на вишинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары рассолью Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynom po wieczery wziął kielich, znał Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom, każuczy: «Bierzcie i picie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita w dzień odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры. Обещаем свет Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа в хвале. Wspominając śmierć i z mертwych powstanie Twojego Syna, daruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas wolnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаливал любови разом с папом нашим, братишком, бискупом нашим Юзефом и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які апостолів надії на воскрешення, і про всіх, хто власти Твоєї одійшов з гэтага свету, и дозволь им убачить святво обличия Твоего. Просим Тебе, zmiłujся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечным, в едности с Наисвятейшей Богородицей, Панной Марией, со святыми апостолами Твоими, святым Архангелом Михаилом, анgelами, святым Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословенным Браниславом Маркевичем и усими святыми, які спред веку подавалися Тебе, как с ними и мы хвалили и прославляли Тебе, враз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ojcze, все народы, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала,
Радуйся, яки вечная. Молимся на Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, пусть воля Твоя, як у небесах и на земле. Хлебом нашим насущным дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, как и мы отпускаем виноваты наши. И не вводь нас в спокойствие, а избавь нас от зла. Просим Тебя, то не звал нас от всего злого, дай ласкаво с упокою и наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были за все вольны от греху и захованы всякого неспокою, czekanie spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. И моc, и хвала на веки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokoj покидаю вам, supokoj mój daju wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej woli, a daryć Jego supokojem i jednością, jaki żyjesz i władarisz na wieki wieczne. Supokoj Pana, niechaj zawsюди będzie z Wami. Передайте ближнему знак спокойно. Ось бараnek Boży, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, я покликаний на вечер Ягоною. Аминь. Я не знаю, как ты пришел ты прийти, а не скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Молимся. Niebiesny Ojcze, Ty nasycił nas wierą i Ty dajesz życie wieczne. Uczennika Ty z radością byli posłuchane Chrystu, Wolodaru światu i wieczna żyli w niebieskim wolodarstwie, jaki żyje i wolodarić na wieki wieczny. Amen. 22 listopada, это в понедельник, вспоминает святую Цицилию, панну и мученицу. Святая Цицилия является опекункой музычного костела в этом нашему дитячому хору, складаем наилепшие віншавания и памятаем про их у молитве. 24 listopada u Sieradu wspomnieć świętego Andrzeja Zunglaka, presbitera, popleczników i muczenników. U czwartku wspomnieć świętej Kateryny Aleksandryjskiej, panny i muczennicy. Wraz wесь listopada u 18:20 молимся на różańcy za duszy pomiernych wypisanych w wypominkach. U następnej niedzieli, 28 listopada, pierwsza niedziela Adwentu, odbędzie błogosławienie opłatek na wigilijny stол. Уже можно будет набывать, а если хочет повезти, выслать здесь в далекую Украину, то можно это будет уже учинить. Сегодня в сборах верования предназначены на потребы духовной семинарии. Адорация Пана Иисуса в Наисвятейшем Сакраменте в интенции нашей родины будет отбываться наступным чином. Понедельник, вторник, пятница, суббота и неделя с 14 до 19. У середу и четверг с 14 до 20:30. Захочем набывать католические часописи. Вот для их мы для вас провожаем. Я вельми часто и шмат читаю разных литературы. И в этой литературе не только в Святом Писании, а в этой литературе можно найти шмат отказов на свое питание и турботы, что дённые, которые нас турбуют. Так само варто глядеть, какие есть добрые сенсовные кино, фильмы так званые. Так само я вельми час от часу лишу про повести святого. Тогда меня отчиняют очи, какие были святые, что эта дорога до святости, она такая звичайная, не такая, как нам выдается, что треба жить в самой такой святости, такой самой выморенной, про якой говорит Святое Писание. Треба жить радостно и вечно. Поэтому захвачиваю, как мы читали и развивались, как нам помогало переодолевать наши тяжкости, которые нас у житті чекають. Дякую за дарування, складене під час випомінків на будову святині у лічбі 4565 рублів і 265 доларів. За супольную индивидуальную молитву, за спев и праву литургичную, за проверяние каплицы, а так само тем, кто дежурил. Помолимся за тих, хто на этом тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народив дітей, помолимся за Дмитрия у день народження Божих Божих ласкав, даючи по опеку Маті Божої. За добродеїв передавців нашої парафії, а так само в нових добродеях будівництва санктуарія Божої милосердності і за нас, доручаючи кожного по отцовку, опеці Маті Божої Руженцової Твоєї обороні отдаємся. Святая Богородица, наших потребах, не попрощай молитвы наши, рядом всякой злой приходит, избавляй нас от зла. Анна хвалебная и благословенная, упорная наша, опекунка наша, содержальница наша, ты заступница наша, Сыну Своему нас доверяй, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Сегодня за прочитание публичное
aktu przyświadczenia narodu sercu Pana Jezusa można otrzymać odpust, pełny odpust, jaki można ofiarować albo za samego siebie, prostszy obdarowania kar czystowych, które nas czekają, albo za kogoś jednego bliskiego pomierla, a podumaj o Spirinu. O Jezu, najmilejszy odkupiciel rodu ludzkiego, ględź na tych, kto pokorno schylaється do podnóża Twojego ołtara. My Twoja własność i Tobie należy skos. Сегодня каждый из нас щиро отдается наисвятейшему сердцу Твоему, как еще боль з'єднаться с Тобою. Многие зовсім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погоржаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єсу найласкавейший, и притули всех до святого сердца Своего. Благодаром будь нам, о Єсу, не только верникам, які ніколи не отступились от Тебе, але и сынам марнотравным, які от Тебе покинули. Да поможи, как я душей, вернулись яны в отцовский дом, и не сдвинули от нестачи и голода. Будь благодаром для тых, кто побожного, чей раз не с Богу отлучился от Тебе, приведи их до пристанку правды и единства веры, как худко настала одна учарня и один пастырь, одари костел Твой весконцей свободой, дай всем народам супокой и сходу ушли, как нам все и земли, от краю до краю один усносимся голос. Хвала Божому сердцу, раз якое пришло для нас избавление, яму хвала и пошана на веки. Аминь. Видите, Божие благословение, которое нам вас наполнить соправдным супокоем, как мы добро укрочили в этот час новый адвент, який починається. От ми живемо в адвенті, бо ми цілий час чекаємо на другого, який історії Ісуса Христа. Але як добре дочекатися, на того, що треба на початок поубирать в своем сердце, и убираем, и можем починить. Вот коли у кого красное и брудно, то мы не закрываем на ключ, то никого не пускаем. А коли на моя порядок, то мы можем починить себя, глядите, какие у меня порядок, хвалить, говорить. Это порядка, так само Иисус штукая, пригожусь в наше сердце. Пан с вами! Святой вас благословляя Богу всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Святый Архангел Михаил, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, суперця уси і ласка Твого Духа. Оборона Божі, нехай охотнейший Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, тенью пекла шатана и інших злых духов, які нас будуть спасти. Святий Боже, святий моцний, святий несмиренный, змилуйся над нами. Святий Боже, святий моцний, святий несмиренный, змилуйся над нами. Святий Боже, святий моцний, святий несмиренный, змилуйся над нами. От пожару, от угоди заразы, храни нас, Боже, от раковой и неспосланной смерти, стережи нас, Боже. Мы грешные, Тебе Богом просим, прислухай нас, Боже. Хай восстанет Тебе, Господи, хай святом Своим осветит и закроет Тебе, хай открыет свое обличие.